заместители добрых министерства, уважаемые участники и члены наблюдательного совета, Умату Конокто, Умату Аймдар Джана Мирзалар. Я очень рад быть здесь с вами сегодня на этом заседании этого совета, организованном именно от правительства Киргизской республики вместе с проектом ЧЕБР, который был выбран, был выбран от Швейцарии, как выполнять этот проект. Как вы, наверное, почти все в комнате или все знают, развитие навыков – это была тема для швейцарского сотрудничества с Киргизской республикой за многие лет. Если есть одно доказательство этого сотрудничества, это может быть и я, потому что в 2004 году я в Нарине работал в проекте АВЭП, если еще помните. 4 года, а потом мы в Балыкчи открыли профтехобразование для туризма. До 10 лет я там еще работал. Так что меня очень рад быть здесь с вами и видеть, что вот вы дальше работаете в этом направлении и уже достигли столько результатов и достижений. Это меня очень рад. И как вы понимаете, конечно, для меня профтехобразование, развитие навыков – это очень близко к моему сердцу, можно так сказать. Ну, почему сейчас именно вот этот проект важен? Я хочу несколько слов сказать, почему мы считаем, что это важный проект. Как вы тоже уже сказали в ваших словах, этот проект в принципе решает сразу две проблемы в стране. Одну, во-первых, это безработицу среди молодежи именно, а второе, это нехватка квалифицированных кадров. И эта нехватка, она уже многолетняя, но она, как экономика развивается, она, конечно, еще усиливается. Да? Вот, и мы все слышали уже давно, что есть очень много организаций, которые ищут работников, а также есть тоже среди молодых, оказывается, я читал, здесь 20% молодых, которые не могут трудоустроиться после образования, после окончания их образования. Значит, есть вот этот проблема, что с одной стороны люди не устроятся на работу, с другой стороны эти фирмы, которые ищут свои сотрудники, не могут найти. Поэтому я думаю, сегодняшний вот этот, то, что было утром и то, что сейчас на наблюдательном совете, это очень важное мероприятие, как платформа именно объединит обе ключевые заинтересованных сторон, значит, и государственный сектор, и, конечно, частный сектор. И я думаю, вот проект тоже помогает институализации и внедрению устойчивой системы для неформального профессионального образования. И поэтому я очень рад, что этот проект носит свой вклад. Конечно, это скромный вклад, не все решает, все проблемы, но носит свой вклад в достижение этих целей. Я слышу, что сегодня утром вы уже работали, многие из вас. Я слышу, что там была хорошие, продуктивные дискуссии, и хочу вам поблагодарить за это и поздравить. Это очень важно. То, что меня радует, вот, то, что сейчас вижу, что есть очень тесное сотрудничество между всем актером, и государственный сектор, и частный сектор, и мы как международные организации и посольства. То есть здесь поддерживает этот процесс. Еще один вещь я хотел подчеркнуть, который тоже понятно, но надо сказать, это неформальное профессиональное образование и обучение. О чем мы сейчас разговариваем сегодня, это, конечно, только дополнение формального профессионального образования. Это всегда важно сказать, что есть и формальное профессиональное образование, оно также важно и тоже должно развиваться, но это дополнение. И неформальное образование, оно, конечно, помогает именно адаптировать рабочие силы, людей на изменения в рынке труда.